От рядового сотрудника до генерального директора. Такую головокружительную карьеру коту удалось сделать всего за год. Прошлым летом Выльгорский музей отметил 20-летний юбилей. Главным презентом на музейный день рождения стал вот этот кот. Уже год Пас Музеевич хранит местные ценности. Спрашивают иногда, какая изюминка у вашего музея? Сам музей – сплошная изюминка. Во-первых, он построен в национально-романтическом стиле. Первым коми-профессиональным архитектором Александром Холоповым. Во-вторых, у нас хранятся уникальные коллекции Нювчинского чугунно-литейного завода. Ну и наш кот. Он контролирует все процессы. Все говорят, что кот Пас – главный ньюсмейкер нашего музея. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки кот на работе. Осваивает мурчащий сотрудник и виртуальное пространство. Двери музея пока закрыты. Сейчас можно попасть только на онлайн-выставки и экскурсии. И кот в этом тоже может помочь. Вот он готовит памятки по борьбе с коронавирусом. Сидит в засаде и следит за посетителями музея. Вот встречает гостей. Да и ни одна экспозиция не открывается без одобрения мурчащего генерального директора. Символом нашего музея всегда был мышонок Музя в национальном костюме. Музей Музеевич Широв. Шир по коми – это мышь. Музя ездил со мной в Венгрию, Словакию, Австрию. Куда еду я, туда и он. Финны по этому поводу все время подшучивали надо мной. А после того, как нам подарили кота, забеспокоились. Как там наш мышонок Музя? Игрушечный мышонок коту не интересен. Пас Музеевич, несмотря на высокую должность, не пренебрегает и прямыми обязанностями рядового кота. Ловит настоящих мышей. Ни один угол не остается без его надзора. Привет! Привет! После исследования печки частенько следы кошачьих лапок остаются на музейных бумагах. За такие выходки кота, конечно же, не ругают. Визировать документы входит в обязанности генерального директора. Пас Музеевич бывает и проявляет характер строгого руководителя. Генеральный директор. О том, что кот стал главным символом Выльгорского музея, говорит о многом. Вот и на день рождения директора музея Владимира Муравьева преподнесли такой презент – пряник с изображением кота. А слова-то прочитайте какие? Алена Терентьева, Алексей Паршуков, Сергей Авдеев, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.